أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وبأشهد أن محمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين اللهم زدنا من الخير الحمد لله الذي كلم موسى ابن عمران على جبل طور سيناء Надо и рады. Тятенька. Еще беженцы в этом доме живут. Я, например. Что делать? Все равно так. Мешать никому не мешаем, но все равно. Давно куска хлеб кушать не дают. Понимаешь, спокойно. Айара, дела, я знаю. Дела, мои его, айара. Дела, мои. Ayal, yalqışma. Okan yalqışma. Сколько у тебя братьев? Были 6, теперь 4. Самый старший. Вот вчера был самолетный обстрел, попал на самолетный обстрел. Погиб там. Второй раз самолеты когда-то подъехали, помогали людям, там уже больной, то другой. Отсюда побежал, там помогал людям. Нет детей его, бедный, без отца. 4. Вот дети, 4 дочек остался его. Жена, 4 дочери. Бывает, ну что поделать. Это вас один парень умер, да? Да, вчера же был. شفيت وعافيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك ريدا إذا قضيتها يا رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين بحرمة سير سورة الفاتحة. Как началась война? Ну чем попало? Вооружились и поехали в город. Бросили все свои дела. Ну, там некоторые говорят, там, мол, за Дудаева, за кого-то. Ни за кого мы не пошли. Мы пошли, мы увидели, что нас уничтожают, наши села, наших матерей, детей и кого угодно. И мы собрались и решили. И вот с тех пор мы защищаем свою родину. И не жалеем об этом. Вот Вахаб. Бывший водитель, сейчас бандит. Вот Руслан. Каменщиком работал. Вот Иса. Вот Шамхан. Каменщик. Вот Хумайт, строитель. Вот
Муса, Слесарь, наверное. вот Мехдин. Сулумбек, Был безработный, комендант. стал комендантом. Вот Борис, Предприниматель, коммерсант. Умар, Боевик. Автокрановщиком работал. вот Хусен, Будешь образованием тракторист. вот Рамзан. А вы что? Строитель. За свою родину мы будем жить до своей смерти. До последнего. Каждый чуть вода вот здесь. Свобода или смерть. Другого выхода нет. Тоже, да? В чем заключается секрет чеченских солдатов, которые так мужественно сражаются с таким огромным армией? Секрета никакого нету. Просто это не один день идет, это идет вековая борьба за свободу и за независимость. Последние 200 лет это идет непрерывно. Просто определенное время то затихает, то усиливается эта борьба. Главное то, что чеченцы не боятся умереть. У нас, если в бою человек умирает за свой народ, за свободу, это считается большой честью. И любовь к своей родине. И у нас генетическое невосприятие насилия над собой. Вот. Это тоже очень огромную роль играет, потому что со стороны России мы никогда ничего хорошего не видели, да и вообще ни один народ это не видел и не увидит, пока Россия от своего рабства не освободится. И плюс еще немаловажный фактор — это усиление депортации 1944 года тоже сыграл огромную роль, когда обманом в течение 1-2 дней был выселен целый народ. Наш народ за свою свободу будет бороться до победы. И наш лозунг, который мы выдвинули еще пару веков назад,
свобода или смерть, он и сегодня актуален, и это не пустой звук, мы тоже доказали, и свободы своей мы все равно добьемся. А это что ты сюда хотел строить? Здесь Да. дом. По проекту должен был построить большой дом. Сейчас не знаю, возможность будет, не будет, война. Они займут, то уйду в горы. Разрушат, там землянку себе сделаю какой-нибудь, полуподвальный землянку. И там буду жить, пока что-нибудь не сумею построить. А что больше делать? Ну ты как думаешь, сколько эта война длится? Один Бог знает сколько. Может быть, завтра закончится, а может быть, десятилетием будет война. Никто его не знает. И ты готова этому еще 10 лет? Конечно. А ты за Дудаева? Я? Как же я за Дудаев? Зачем я за Дудаев? Я за свой народ, за свою землю, за свой суверенитет. Дудаев тоже такой же, как я. Такой же человек, такой же чеченец. И те, которые взяли оружие, тоже такие же люди. Они не за кого-то воюют, а за свой народ, за свои идеалы. Дудаев приходит, уходит Дудаеву. Президент приходит, уходит. Он тоже не вечный. Я тоже не вечный. Почему эта страна тебе нравится? Потому что здесь жили мои предки, их история здесь. Они, когда выселки, они мечтали вернуться, посмотреть вот раз на эту землю. Это Джижайский край. Когда мы были маленькие, мы играли немца и русского. Мы себя считали как русские. И русские хорошие, русские герои. А сейчас наши дети играют. Каждый себя считает, Басаем, Шамилем считают, вот дети уже, у них уже герои появились свои. Русские, они враги. Уже такая ненависть к русским. И мне кажется, она не беспочвенная. Это желтое, это отравление, порошок, это, который разлетается. Там, где вот эта иголчатый снаряд, куда попала, вот эта штучка, где попала, да, она, значит, вот сколько места она занимает. Значит, вот это место вот столько надо вырезать. Это получается вот такая дырка. А, еще один боевик, еще боевик. Супер. Ну и вот это 8 танков. 8 танков? Да. 8 танков. Скажи, Он не сегодня поверит. оставил оружие свое дома. Скажи, не поверит. Грозный? 31-го. В Грозном, да. Где ты подбивал танки, скажи? Там в парке 7 с ленточкой, в городе там 2, в Первомайском 4, бутылками 6 взорвал. Потом там взорвал. Я тебя хочу. С чем-то? Гранатами и бутылками? Бутылками смесь. Солярка, керосином. Бензин. Подъезд, дальше. Вот что опять. А сколько это? 15. А, 15 тысяч? Да, 30 один патронов. Сам ты откуда? Патроны откуда будут? Патроны? Патроны у меня дома были. Были раньше? Да, раньше. А у русских не берешь? А нет, забирай. Что вообще можно на этом рынке купить? Все, что хочешь. А бензин какой номер? Это под 80 потянет. Заливаешь 200 литров. Ну и подтапливаешь газом. Сначала выходит бензин, потом керосин, потом солярка. Все для села у него. А это вы для боевиков тоже сделаете? Ну, придут попросить, конечно, дадим. Куда денешься? Защищаться надо, обороняться.
Они так зря говорят питание. Вот я уже сколько тут, уже я, у меня денег нет. Вы подумайте. Лишь бы я жива осталась. Не надо туда там бомбять, безбожно, все бомбили. Вчера прям 11:30 ночи мы сидим в подвале, а пришли ребята, курей забрали последние и все, и ушли. А у нас там у соседки я там. Господи, спаси, сохрани. Иди сюда. Forza uguale, yarıcık totoyla, meskeroyla, gemçiga, miçrada üyetim olmuş. Господи, спаси. Иди гайди меня. Заехал туда или не заехал? Нет, сплошной бомбят, стреляют, разрушают все.